Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники и подписчики. В стенах якутского приюта, известного как ППБЖ для нас, уже долгое время обитает вот этот мальчишка. Ох ты, какой ужасный! Ох, какой красивый! Такое впечатление, что он застрял там в бесконечном ожидании. Хотя каждый, кто переступает порог этого места, видит его, замечает его, потому что он сидит у самого входа. Все его снимают, показывают видео. Было очень много постов, где мелькает именно он. Смотрим, собака есть. Давай, держи собаку. Все, держит собаку. Вот такая красот. Это кто, мальчик или девочка? И у нас была надежда, что найдется тот самый человек, который готов будет или забрать его как куратор, или подарить ему сразу дом. Но почему-то его до сих пор так никто и не выбрал. Сидит он там на короткой цепи. И каждому, кто когда-то проходит мимо, он пытается изо всех сил дотянуться и привлечь к себе хоть какое-то внимание. Он старается быть замеченным. Все его гладят, умиляются, но идут дальше и забирают тех, кому повезло больше, кто нашел уже своих кураторов. С каждым днем и с каждым ушедшим человеком в его глазах тает надежда. Он уже несколько дней сидит в будке и не выходит. Видимо, он совсем потерял веру в то, что его когда-то заберут и он покинет стены ППЖ. Друзья, мы готовы не пройти мимо и готовы взять его под свою опеку. Но без вас, без вашей помощи мы не справимся. Давайте спасем этого мальчишку, ведь там он пропадет, как пропали сотни бедолаг, так и не дождавшись помощи. В одном из наших роликов мы вам рассказывали и показывали девочку, которая вся окровавленная ходила по улицам Якутска. Мы ее забрали под свою опеку. Теперь это наша Венера. Отвезли ее в клинику, и выяснилось, что у нее запущенная венсаркома. Вот такой песик тут бегает. У него что-то кровит, не пойму где, весь обросший, но явно он не домашний. Молодой. Вот сейчас ему дам сосиску. И вот смотрите, что-то у него, я не пойму, что у него. Венера прошла уже у нас 3 курса химиотерапии, и есть положительные изменения. Но врачи говорят, что впереди еще около 5 курсов. Да, лечение будет долгое и сложное, но другого пути у нас нет. Сейчас мы столкнулись с серьезной проблемой. В Якутске, собственно говоря, как и в других местах, наблюдается дефицит жизненно важных препаратов. В частности, сейчас очень сложно достать венкристин, который нам требуется для прохождения химиотерапии. Благодаря нашей передержке, которая поделилась с нами 2 своими личными флаконами венкристина и попросила помощи у знакомых, которые тоже нашли для лечения еще нам 2 флакона, мы имеем возможность продолжать это лечение. И мы очень благодарны за эту помощь. А еще нам удалось немножко выяснить прошлое нашей Венеры. Вот достоверная информация. Вот здесь жила наша Венера. Хозяин взял ее щенком. Была самовыгульная. Почему я ее раньше не видела? Потому что она бегала в соседний, тут микрорайончик, да. Играла с детьми, говорят, контактная была очень. Но вот как-то так тут все заброшено. Все тут, конечно, очень убого. Дом вот такой стоит с выбитыми стеклами. Участок затопляемый. Получается, вот все в таком состоянии здесь. А вот ее будка,
которые вот когда-то она сидела, вот она еще под снегом. Вот. А у соседа такие же ворота. Почему она сидела там возле ворот и хотела зайти? Потому что видела пустую будку за такими же воротами. Ну вот, а здесь сейчас все вот в таком состоянии. Хозяина видели только прошлый год. Где-то, он, говорят, снимает квартиру или жил на квартире. Ну, видимо, до собаки ему никакого дела нет. В общем-то, вот как-то так. Жила она, ну, скажем так, не в очень хороших условиях. Была предоставлена сама себе. Именно поэтому ее здоровье оказалось в таком плачевном состоянии. В принципе, она никому не была нужна, и сейчас ее никто не ищет. Но сейчас уже ее прошлое не имеет никакого значения. Мы уверены, что у Венеры теперь есть шанс на полноценную, здоровую жизнь. Но для этого нам очень нужна ваша помощь. Давайте все вместе подарим этой красавице шанс на счастливое будущее. Спасибо каждому, кто с нами. Спасибо всем, кто откликается на наши просьбы о помощи.